Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТОВА-24 в студии Татьяна Рамазанова. И сегодня мы будем говорить о пособиях для детей. А каких именно? Об этом нам расскажет Урана Кавакаевна Мангуш, заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Республике Тыва. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, Урана Кавакаевна, возникли проблемы по выплате пособий мамочкам, которые должны встать на учет до определенного времени, и родителям, которые одни воспитывают своего ребенка. В чем проблема? Расскажите. Давайте мы сначала начнем с того, при каких условиях эти ежемесячные пособия устанавливаются. Первая категория – это ежемесячные пособия беременной женщине, ставшей на учет в ранние сроки беременности, до 12 недель. Здесь важно знать гражданам, беременным женщинам, что одно из правоустанавливающих документов и условий является это, они должны встать на учет до 12 недель. Это первое условие. Дальше есть у нас на портале госуслуг форма заявления и в клиентских службах. Особенно тогда, когда заполняют электронное заявление, женщинам рекомендуется заполнить все поля заявления. Тут, начиная от места жительства, указания номера телефона, какой медицинской организации, в каком районе прикреплены, все это необходимо указывать. И если какие-то сведения не достают, соответственно, мы начинаем обзвон гражданам. И эти граждане в течение 5 рабочих дней, если телефонный звонок они получили, да, не приносят документы, соответственно, из-за неполных данных мы выносим отказные решения. То есть получается, что сейчас идет отказ по тому, что не все данные заполнены? Но самый главный критерий здесь определяется нуждаемость семьи. И для того, чтобы определить нуждаемость семьи в этом пособии, органами пенсионного фонда направляются в различные ведомства, которые обладают этими информациями, запросы, в первую очередь о сумме дохода, Федеральную налоговую службу. Дальше мы определяем весь спектр, который имеется в семье. Помимо дохода, это движимое и недвижимое имущество. Это дома, квартиры, садовые домики, транспорт, мототранспорт, самоходная техника. Видите, вот это все тоже запрашивается. Недвижимое имущество из Росреестра, потом техника из МВД запрашивается. И в совокупности мы рассматриваем заявление. Если в семье у всех членов семьи, да, в совокупности 2 и более, да, недвижимого имущества, сразу отказное решение выносится. Если на членов семьи имеются, да, транспортные средства, да, допустим, у обоих, у женщины и у супруга, да, соответственно, отказное решение выносится. Если, допустим, доход семьи, да, здесь учитывается совокупный доход и женщина, и если есть супруги, соответственно, там делится совокупный доход, берется за 4 месяца до месяца подачи заявления за год. Да. Если в июле подают заявление, начиная с 1 марта прошлого года по февраль 2021 год, именно за этот год мы учитываем за 12 месяцев доход. Бывает очень много случаев, когда доход превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный на этот год по Республике Тыва. Этот размер 11 494 рубля на этот год. Ну вот видите, допустим, семья, да, доход могут они рассчитать, плюсуют, да, доход семьи
плюсуют, делят на 12 и делят на количество членов семьи. И полученная сумма больше или меньше 11 494 рублей. Если в семье нету там или один транспорт, или одна квартира, да, вот так могут Ну, посчитать. то есть, получается, вот это пособие беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, то критерий встать на учет до 12 месяцев – это не самый главный. То Нет, есть именно здесь… это самый главный критерий. самый главный, но потом Если женщина встала на учет до 12 недель, дальше мы начинаем определять доход семьи, как я уже говорила, да, в зависимости Ну, от… то есть, получается, она может встать на учет до 12 недель, но все равно у ней по доходам может не подойти. Да, да. То есть люди должны это знать, что Да. вот именно в данном пособии им может прийти отказ. Да, превышение среднего душевого дохода семьи. Это как бы по количеству доминируют вот такие отказные решения. Когда идет превышение среднедушевого дохода семьи, прожиточного минимума по Республике Тыва на этот год на душу населения. Вот это первая причина отказа. А вы еще сказали, что неверно заполняют заявления. Не все данные находятся на сайте госуслуг у них на личной страничке. А те люди, у которых нет доступа к госуслугам, каким образом они могут подать заявление? Если нет учетной записи, да, в госуслугах, то они могут предварительно записаться на прием клиентской службы пенсионного фонда и лично подают заявление. Их тоже достаточное количество, мы прием ведем. Нужно обращаться в пенсионный фонд республиканский? Нет, по месту жительства. По месту жительства, по предварительной записи только. Что же касается второго пособия, которое также у нас вступило в силу, его выплата с 1 июля, это для родителей, которые воспитывают одни своих ребятишек, то есть один папа или одна мама. Здесь также смотрятся доходы. Какой главный критерий? Доход такой же, но здесь, видите, категория какая. Дети от 8 до 17 лет. Получается, от 8 до 17 лет, да, во-первых, пособие. Во-вторых, одинокий родитель. Кто это? В первую очередь, это если второй родитель умер или без вести пропал, или это одинокая мать. Сведения, записи об отце, да, прочерк или сведения записаны со слов матери, или родитель, у которого имеется решение суда об уплате вторым родителям на этих детей алиментов. И видите, вот тут тоже надо знать это в первую очередь, да, второй родитель умер или без вести пропал, или мать-одиночка, или имеется решение суда по алиментным обязательствам. Вот категории родителей. Дальше идут дети от 8 до 17 лет. И дальше также мы определяем критерий нуждаемости семьи в зависимости от дохода семьи, от движимого и недвижимого имущества. Многие родители путают. Если они не живут, допустим, женщина не живет с этим мужчиной очень давно, она считает себя матерью-одиночкой. Однако в свидетельстве о рождении отец обозначен. В этом случае она ведь не является таковой? Нет. Видите, если, вообще вот в этом случае у нас проверка производится тоже через сведения ЗАГС. И тогда, когда к нам из сведений ЗАГС поступает отказ, допустим, вот в этих случаях, да, что там в записях имеется сведения об отце, да, установление отцовства, отец записан, и сразу отказ приходит. Поэтому… А вот разведенные родители уже не считаются? Разведенные считаются в том случае, если имеется решение суда об уплате алиментов. Просто разведенные и не подавали на алименты, они не подпадают. То есть тут все учитывается также, вот эти два пособия, и все
учитывается. Урана Кавакаевна, скажите, на сегодняшний день как больше пришло отказов, по какой причине? Больше отказов по причине того, что среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум. Как я уже сказала, тут и не только, да, зарплата, там премии, стипендии, но и имущество. Дома, квартиры, машина, техника, все учитывается. Все это учитывается. То, что касается пособия для школьников, которое выдается единовременно, это тоже через пенсионный фонд? 10 тысяч рублей? Да, 10 тысяч. Мы основному массиву 2 августа уже перечисление произвели. Всего подано, у нас прогнозная численность по этим детям, да, от 6 до 18 лет примерно 83 человек. На 80 детей мы заявление уже получили. Основному массиву мы произвели выплаты, но заявление можно подать по 31 октября включительно, если не получали. И выплату мы будем производить до конца этого года. Видите, мы как бы всем почти что выплатили, да, 98%, а некоторые родители специально не обращаются, специально не оформляют для того, чтобы эти деньги потом получить. Есть такая категория. Но они получат их? Да, получат до конца года. Они вот специально, они же знают, поэтому вот я потом получу. Они есть такие. А есть такие родители, которые лишены родительских прав в отношении этих детей. Им тоже мы отказываем, потому что лишение родительских прав не дает вот на эти выплаты. Не только вот ежемесячные выплаты, на пособие, на пенсии, все же Ну, это... допустим, если ребенок воспитывается у опекунов, ему положено будут эти да, деньги? опекун обращается за этими деньгами, опекун обращается. Если ребенок находится вот в этих учреждениях для детей, допустим, школа-интернат, да, социальные учреждения, администрация учреждения на имя ребенка, да, у нас по ТУВе открывают номинальные счета, мы на эти счета перечислили деньги. Еще нужно, наверное, напомнить нашим телезрителям, то, что если ребенок ваш не пошел в школу в этом году, но получил 10 тысяч пособия, то в следующем году он это пособие единовременно уже не получит, правильно? Нет, тут в следующем годе, наверное, но оно же пока... единовременное. Да, не будем говорить, это следующий год, не знаю, там какое решение будет принято, это на этот год. Если даже ребенок, да, 6-летний не пошел в школу, ничего страшного. Здесь возрастной ценз от 6 до 18 лет. И надо знать, наверное, родителям, это вот дети, которые родились с 1 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года. Именно в этом промежутке, если дети родились, и если даже ребенку 17 лет с хвостиком, да, и учится там в СУЗе, то они имеют право получить. Тут ребенок учится обязательно в школе или нет, этого не проверяем от 6 до 18 лет. Ну, просто на пресс-конференции Владимир Владимирович вот именно на этом акцентировал внимание, что если ребенок не пошел в школу в этом году, то пособие получил. Но вполне возможно, что наш президент в следующем году дополнительные какие-то финансирования будут. И еще, знаете, вот тоже достаточное количество детей старше 18 лет, да, на этих детях подают заявление, родители или сами подают. Здесь, видите, если дети старше 18 лет по состоянию здоровья, да, ограничения какие-то имеются, или они являются инвалидами с детства и продолжают обучение в общеобразовательных школах, да, допустим, у нас вот в Кызыле 10-я школа, есть же такие школы, да, по состоянию здоровья детей учат и старше 18 лет, они могут получать вот 10 тысяч единовременную. Здесь возраст мы смотрим от 18 до 23 лет. Только по состоянию здоровья продолжают учиться в школах. Урана Кавакаевна, есть какой-то телефон, горячей линии, куда бы люди могли обратиться, чтобы задать свои вопросы? Почему отказ? Каких документов не хватает? Знаете, если какие-то
поля, да, в заявлении не заполнены, мы обзвон делаем. То есть вы сами работаете с Мы населением? обзвоны делаем, некоторые отвечают, некоторые люди не отвечают, или телефоны вне сети. Вот такие моменты бывают, да. И на наш телефон горячей линии, да, отделение вот Республиканского пенсионного фонда 96060 в день поступает свыше 400 звонков. И вот телефоны горячих линий наших территориальных органов ПФР тоже достаточное количество звонков поступает в день. 96000 это вот городской пенсионный, так скажем, да, туда тоже поступает звонков очень много в день, свыше 400 звонков. Наши дают разъяснения, поясняют, объясняют причину, все это мы поясняем. Дополнительно еще письменные обращения к нам поступают, мы на эти письменные обращения тоже ответы тут же готовим, отправляем, поясняем причины. То есть чем больше у нас пособий, чем больше поддержки семьям с детьми, тем больше проблем и вопросов. Но мне кажется, родители сами в первую очередь должны очень внимательно заполнять заявления, понимать, есть ли возможность, нет ли возможности им получить пособие. Ну и, наверное, если совсем непонятно, звонить вам на горячую линию. Да, потому что вот видите, на сайтах не только нашего, да, пенсионного фонда ТВ, вообще на сайте всех региональных отделений, московском сайте пояснения очень хорошие даются, модули даются, если прочитать, очень понятно. И тут надо гражданам в первую очередь, они должны думать, выплаты, если они будут назначены, они же полагаются им, соответственно, они должны нести ответственность, да, за ту информацию, которую они нам дают в составе заявления. Вот об этом надо подумать. И органы пенсионного фонда, получив заявление, мы со всеми нашими контрагентами работаем. Это медучреждения для того, чтобы уточнить беременных женщин, да, потом они должны еще регулярно посещать, вот неделю указаны, посещают ли вот женские консультации. Фонд «Сострах» нам предоставляет эти сведения, Федеральная налоговая служба, служба судебных приставов, суды, Росреестр, МВД. Вот видите, вот в семье сколько человек, допустим, Росреестр, на детей тоже же оформляются движимое и недвижимое имущество. И на всех членов семьи мы отправляем запросы, получаем ответы, все анализируем. И тогда в совокупности, произведя всесторонний анализ, только выносим решение. А вот тут как раз у меня возник вопрос. Если мамочка встала на учет вовремя, и по доходам у нее все подпадает, и она должна получать это пособие в размере 6000 рублей, пока не родит ребенка. Но она перестала ходить в женскую консультацию. Да. В этом случае В этом случае из медучреждений через фонд социального страхования нам должны поступить сведения об отсутствии посещений. Соответственно, выплата пособия приостанавливается. Вот, очень правильно. Большое вам спасибо. Надеюсь, что наши телезрители получили ответы на свои вопросы. Это была программа «Интервью дня» на телеканале ТВ-24. И в студии на самые актуальные вопросы по пособиям отвечала Урана Кавакаевна Мангуш, заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Республике Тыва. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго.